Надвигается профессиональный праздник детства. К нему готовятся все, кто младше 16. Планируют целый список интересных развлечений. По максимуму используют свои навыки в создании поделок, рисунков. Все это можно будет продемонстрировать непосредственно 1 июня, в День защиты детей. В коррекционной школе в селении Нижние Чулуки детей, кстати, учат по специальной методике. Образовательную программу дополнили и трудовым обучением. Как с ней справляются особенные детки, расскажет Ната Ивлоева. У этих особенных детей не только золотые руки, но и сердца. Маленькими пальчиками Амина Индиева пытается смастерить цветок. Для кого пока говорить не хочет, секрет. В коррекционной школе она учится уже несколько лет. За время учебы научилась бисероплетению, вышиванию и даже работать с гипсом. Девочка рассказывает, что ее преподаватель для нее как вторая мама. Наша преподавательница отлично это показывает, объясняет. Мы понимаем, и иногда, и когда мы не понимаем, она объясняет снова и снова. В коррекционной школе ребята пытаются научиться быть самостоятельными. Здесь преподаватели учат детей не только читать и писать, но и обучают их различным ремеслам, таким как гончарное дело, изобразительное искусство, бисероплетение, чтобы каждый из них смог в дальнейшем заработать себе на кусок хлеба и ни от кого не зависеть. И тут невозможно одно делать без других. Всегда вот ради этих детей, ради развития этих детей. Вы знаете, очень интересно, да, трудно, но очень интересно. И когда ты видишь, что ребенок хоть чуть-чуть изменился, когда ты слышишь от него новое слово, это неоценимо. Это стоит всех благ мира, мне кажется. Их не считают здесь особенными и не пытаются, как говорится, адаптировать. Напротив, учителя подстраиваются под них сами. Каждый из этих детей здесь по-своему талантлив, а задача педагогов – раскрыть этот талант. К примеру, Марьям Гитагазовой, преподавателю кружковых занятий, это удалось. Все подделки на полках ученики смастерили сами. Каждая работа, рассказывает Марьям, уникальна по-своему. У них свои идеи, у них свои… те изделия, которые мы делаем, да, из бисера, из этого. В основном дети сами подают идеи. Что мы будем делать сегодня, какими изделиями будем заниматься. Мне нравятся их идеи, мне нравится тому, что они стремятся, к чему они стремятся. А вот Ислам Булгучев – активист. Он участвует практически во всех мероприятиях и конкурсах, не только которые проводятся в школе, но и за ее пределами. Помимо того, он еще увлекается спортом, а именно вольной борьбой. Да, занимаюсь, например, именно этим роком. Меня Алхамов поддерживает очень. И благодаря ему я стремлюсь стать еще большим. В этой школе разработана специальная методика развития детей. Еще недавно многие из этих ребят не умели даже застегивать пуговицы, но уже сегодня каждый из них интеллектуально прогрессирует. И это неудивительно, ведь здесь работают профессионалы. Учебный план выстроен с учетом их психофизических возможностей. То есть ориентир у нас идет под каждого ребенка. Выстраивается индивидуальный маршрут развития ребенка, индивидуальная программа развития этого ребенка. Планирование у нас идет образовательные программы, это адаптивные образовательные программы, адаптированные, они под также психофизические возможности каждой группы, каждого класса детей. В этой особой школе ребята получают не только образование, но и заботу и внимание, которое им необходимо. А цветы, как оказалось, ребята смастерили для нашей телерадиокомпании. Девушку надо первую пускать. Амина, подай. Какая красота, надо красиво, цветы красивые. Ната Ивлоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.